наши юные друзья! Для каждого человека исключительно важно уметь устанавливать контакты с другими людьми, уметь общаться, то есть слушать и слышать других, понимать мысли, чувства, высказанные словами, выраженные жестами и мимикой, уметь точно доносить свои мысли до слушателей. Как часто многие недоразумения, непонимания, порой трагедии разыгрываются только от того, что люди не смогли понять друг друга, не смогли четко довести свои представления, мнения, понять предмет разговора. Учиться жить среди людей, уметь общаться так же важно, как изучать математику или физику, покорять горные вершины или исследовать морские глубины. И если вы хотите прожить нормальную, полноценную жизнь, жить в согласии с другими людьми, необходимо учиться общению. Так что же такое общение? Что мы вкладываем в смысл этого слова? В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова можно прочитать, что общение – это форма связи между людьми, взаимодействие, действие, совершаемое вместе, сообща. Это слово мы увидим и в словаре Владимира Ивановича Даля. Слово «общаться» означает быть заодно, с кем-либо знаться, дружиться, делиться сообща, давать кому-либо долю участия. А вот слово «толерантность» в этих словарях мы не встретим, но оно все чаще и чаще звучит с экранов телевизора. Слово «толерантность» относительно новое. Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все издевались над несчастным утенком, и никто не признавал его своим. А это что за птица? Я утенок. Какой же ты утенок? Ты индюшонок. И проваливай своим индюшатом. Не найдется ли для меня местечко? Все говорят, что я индюшонок. Что? Что такое? Как ты смеешь, урод? А вот я ему сейчас покажу. Возьмите меня к себе. Я только вчера родился, и еще неизвестно, кто я. Куда? Уж не хочешь ли ты породниться с нами? Закрою! За что же не любили гадкого утенка? Гадкого утенка не любили за то, что он был не похож на остальных, за то, что он был другой, он был отвергнут всеми. Такое бывает подчас и в жизни, когда человек или ребенок становится изгоем, потому что его не понимают, не принимают его взглядов или просто считают, что он не такой, как все. Наша природа красивая, удивительная, разная. Человек является частью природы. Мы, люди, тоже все очень разные. В чем же заключается наше разнообразие? Да, у нас у всех разный пол, цвет волос, глаз. Одни высокие, другие маленькие, одни худые, другие полные. У нас у всех разный характер. Одни веселые, добрые, другие скучные или энергичные, или спокойные. Все люди такие разные. Хорошо это или плохо? Давайте попробуем разобраться. Представим себе, что все люди стали совершенно одинаковые. У всех одинаковый рост, одинаковый цвет волос, одинаковая одежда, думают все одинаково, и имя у людей на всех одно. Понравилась бы такая жизнь? Согласитесь, что скучно жить в одинаковом мире, потому что люди интересны своим разнообразием и непохожестью. Все люди разные. Кто-то любит петь и танцевать, кто-то любит читать, кто-то занимается спортом, кто-то разводит цветы. Но все мы живем одной большой и дружной семьей. И человека, который принимает другого таким, какой он есть, называют толерантным.
Быть толерантным – это означает уважать других, несмотря на различия. Это означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. 16 ноября – Международный день толерантности. Не всем может быть знакомо это слово, и на первый взгляд звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для существования и развития человеческого общества. Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность с латинского означает терпение. Толерантность – это терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям и верованиям. Толерантность – слово заимствованное, малопонятное. На разных языках земного шара определение слова «толерантность» звучит по-разному. Во французском это отношение, при котором допускается, что другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам. В английском это готовность быть терпимым, снисходительным. В испанском это способность принимать идеи или мнения, отличные от собственных. В китайском слово «толерантность» означает принимать других такими, какие они есть, быть великодушными по отношению к другим. А хотите ли вы определить, насколько вы толерантны? Если вы выбираете первый ответ на представленные вопросы, загибайте палец, а если второй ответ, то палец загибать не нужно. Ты загнул 7 пальцев? Прекрасно. Ты уверен в себе, можешь выразить свое мнение. И ты понял, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Если загнул от 3 до 6 пальцев, то ты не очень толерантен. Ты недостаточно уверен в себе для того, чтобы делиться и выражать свое мнение. Однако ты добрый, и со временем у тебя все получится. Меньше 3 ты совсем не толерантен. Если ты попытаешься лучше понять себя, какой ты есть, то сможешь стать по-настоящему счастливым. Если все люди будут дружные, будут совершать добрые поступки, будут говорить друг другу вежливые слова, будут жалеть друг друга, то не будет в мире войн, ссор, не будет ненависти и зла. Вспомним слова кота Леопольда из мультфильма, и пусть они будут девизом. Ребят, давайте жить дружно. Счастья вам всем, мира, радости. До свидания, до новых встреч.